перспективы, актуальные проблемы художественного образования. И начнем с приятного. Ольга Валентиновна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады видеть вас на нашей конференции. И нашу конференцию у нас открывает ансамбль скрипичной музыки колледжа, ансамбль скрипачей колледжа искусств, руководитель Расторгуева Наталья Ивановна. Пожалуйста.
И продолжает наше открытие, продолжает вокальная группа образцово-детского коллектива ансамбля песни, танца, дружба, Дворец творчества детей, учащейся молодежи. Руководитель Барашова Лилия Багизовна. А другие просят чудо и добро. Всем просто дети на большой планете, и для нас под небесами солнце светит. Всем просто дети на большой планете, и за тех, кто рядом с нами, мы в ответе. Всем просто дети. Радуги цвета в небесах сият, и на землю красота снизойдет опять. Нужно просто, чтоб дружили дети всей земли, а по небу счастливо плыли корабли. Просто дети на большой планете, и для нас под небесами солнце светит. Это просто дети на одной планете, и за тех, кто рядом с нами, мы в ответе. Это просто дети. Если с самого утра не смолкает смех, чудесная игра захватила всех. Этот мир такой чудесный, потому что в нем вместе дружно по соседству мы живем. Все мы просто дети на большой планете, и для нас под небесами солнце светит. Все мы просто дети на планете, и за тех, кто рядом с нами, мы в ответе. Все мы просто дети на большой планете, и для нас под небесами солнце светит. Все мы просто дети на планете, и за тех, кто рядом с нами, мы в ответе. Все мы просто дети, все мы просто дети. Ну что, Ольга Валентиновна, спасибо нашим детям за такое замечательное открытие конференции. И сегодня мы начинаем с приветственных слов. И первое слово, которое я хотела вам дать, это у нас проректор Института Коми-Республиканского института развития образования Светлана Ивановна Штейлер. Уважаемые участники конференции, мы очень рады приветствовать вас на конференции, которая посвящена вопросам художественного образования. По масштабу наша конференция достаточно большая. Она сегодня рассматривается в современном аспекте. То есть это и реальная очная часть, и виртуальная часть. Сегодня мы говорим о том, что нас слышат, видят и участвуют вместе с нами еще количество педагогов со всей России, с Республики Коми. И поэтому действительно мы сегодня, запланировав эту конференцию и организуя ее, предполагаем, что масштаб достаточно будет высокий.
Очень приятно сказать о том, что действительно вопросы художественного образования сегодня в контексте развития современных направлений содержания образования очень важны и актуальны. И конференция сегодня позволит рассмотреть разные вопросы, связанные и с профессиональным мастерством педагогических кадров, и рассмотреть вопросы с точки зрения научно-методологических, методических подходов к образованию. Конференция задумана и построена так, чтобы каждый в ней нашел свое интересное место, свою роль и поделился тем опытом, который сегодня актуален, наверное, и может быть рассмотрен не только в рамках республики, но и всей Российской Федерации. Очень приятно, что сегодня у нас площадки, которые работают, еще раз повторюсь, и виртуально, да, то есть это работа площадок на сайте, где представлено уже огромное количество материалов, интересных материалов. Наталья Геннадьевна об этом вам будет более подробно говорить. И в том числе вот такой заочный формат общения, в котором, наверное, всегда мы найдем те интересные точки, моменты, о которых сегодня необходимо говорить. Ну и, конечно же, нам очень приятно, что мы начали нашу конференцию открыли с такого приятного момента, как соприкоснулись с искусством. Поэтому, уважаемые коллеги, всем вам желаем очень хорошего настроения, плодотворной работы, поиска новых открытий, новых каких-то интересных фрагментов и поделиться, конечно, успешным опытом. Спасибо. Спасибо. Сегодня нам Сергей Александрович Ров, завкафедры художественного кафедры, не могу сказать, Институт культуры и Кавказского государственного университета имени Сорокина. Добрый день еще раз всем. Очень приятно видеть родные, знакомые лица, потому что, наверное, 70% всех этих присутствующих – это наши выпускники нашего факультета. Ну, во-первых, я хочу как бы официально всех поприветствовать от имени Ольги Александровны Сотниковой, которая уполномочила меня передать вам приветственное слово от Института культуры и искусства, который я непосредственно представляю. И, в общем-то, сказать, что тема, которая заявлена в этой конференции, она, я бы назвал, сверхактуальна. Потому что я всегда говорю, что Республика Коми – это такая Голландия 17 века. Здесь столько художников сосредоточено, столько творческих всевозможных точек, которые выпускают маленьких художников, больших художников. Но чего не хватает? Вот этого единого непрерывного процесса художественного образования. И вот та тема, заявленная в этой конференции, я думаю, что она поможет как-то наметить пути интегрированного такого подхода в художественном образовании. Потому что вот я читал программу внимательно, доклады, мне очень приятно было видеть авторов этих докладов, своих студентов. Но самого главного, чего не хватает у нас в республике, это непрерывности художественного образования. И когда я прочитал, что такая проблема заявлена на конференции, мне стало очень приятно, Наталья Геннадьевна. Я хочу поблагодарить руководство КРИРО и вас лично за эту конференцию, потому что в моей практике, я живу уже здесь 37 лет, в Сыктывкаре, и в моей художественной педагогической практике такая конференция первый раз проходит. И она очень нужна. Я хочу, чтобы вы не только поделились своим опытом, но и это уже, так сказать, на плечи КРИРО падает, и, наверное, мы в этом поможем, чтобы выработать некую стратегию непрерывного художественного образования. Посмотрите, что получается на самом деле. Вот я недавно совсем узнал, что у нас в Троицко-Печорске нет вообще ни художественной школы, ничего. Дети, которые приходят к нам поступать в университет, чего-то мы беспокоимся, сдали ли они ЕГЭ по литературе, по математике, обществознанию. И никто не думает, с каким уровнем художественной подготовки поступает к нам на факультет. С нулевым, понимаете? С нулевым. Потому что детская школа искусств у нас заканчивается в 9 классом,
Гимназия искусств раз выпускает после 9-го, раз после 11-го, и, в общем-то, на этом все заканчивается, но если где-то с периферии кто-то развивает. Я хотел бы, вот моя личная мечта, чтобы в школе было изобразительное искусство поставлено на таком уровне, чтобы они могли, точно так же сдав ЕГЭ, пришли к нам уже такими с определенной подготовкой в области творчества. Поэтому я от всей души желаю вам такой продуктивной работы на этой конференции. Ну, а Наталья Геннадьевна, вам потом по материалам, наверное, надо выработать концепцию. И концепция какой-то. обязательно будет, Да. резолюция будет. Поэтому успехов вам, удачи, всего хорошего. Большое спасибо. Нашу конференцию поддержало очень много федеральных экспертов. Наверное, такое случилось впервые у нас в республике, чтобы к нам целая делегация экспертов приехала и раскрыла нам современные концептуальные вопросы организации художественного образования именно федерального уровня. И когда они здесь работали, я попросила разрешения, чтобы включить все их доклады в нашу конференцию как экспертов, потому что у нас получилось не согласовать время нашей конференции с их приездом. И они дали согласие. Сегодня на конференции вы можете познакомиться с частью, со всеми практически докладами, которые прозвучали в рамках их приезда. Но мы сегодня заслушаем один доклад, концептуальный доклад. Это Артишина Екатерина Михайловна, директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения, Московский институт художественного образования и культуры. Пока нет, пока не включаю. Но у нас еще одно приветственное слово, еще одного эксперта. Я всех их назову, этих экспертов, но нам откликнулся очень интересный человек, и, в общем-то, я очень рада, потому что это мой сокурсник, он, когда мы с ним учились вместе, это Хворостов Дмитрий Анатольевич. Он является доктором педагогических наук, доцентом, профессором Российской академии образования, членом Союза дизайнеров России, членом Международной творческой организации Международная ассоциация деятелей художественного образования, член Творческого союза художников России, секция архитектурный дизайн, Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Орловский государственный университет имени Ивана Тургенева, город Орел. И Ольга Валентиновна зачтет несколько слов от Дмитрия Анатольевича. Дмитрий Анатольевич написал нам так. Дорогие друзья, коллеги, в наше стремительное время художественное образование находится на стыке традиционных, проверенных временем методов обучения и современных компьютерных инновационных технологий. Наша задача – объединить зачастую необъединяемое и в цифровом пространстве оставить трепетный огонек творчества в нас и в наших учениках. Огромное спасибо вам за ваш красивый и нелегкий труд. Вы очень нужны России. И хочу продолжить. Сергей Александрович уже сказал, Ольга Александровна Сотникова буквально вчера мне написала письмо ВКонтакте. Она очень сожалеет, что она не может присутствовать, потому что она сегодня у нас находится в командировке. Но она просила вам передать наилучшие пожелания, и она уверена в том, что вы получите сегодня очень много опыта, которого вы будете использовать, и истинного наслаждения от тех выставок, которые у нас сегодня проходят, от общения друг с другом. Поэтому еще раз от нашего университета я желаю вам всем успехов на этой конференции, чтобы вы отсюда все ушли окрыленными, и у вас появилось еще больше вдохновения на вашу работу. Спасибо вам за работу. Официальная часть закончится. Все-таки я должна озвучить и федеральных экспертов, и организаторов, которые помогали нам, в общем-то, в организации и проведении мероприятий, конференции. Ну, в первую очередь, это Институт развития образования, потому что он взял на себя самую большую заботу в том, чтобы подготовить вот эту электронную площадку и сделать ее в системе технического задания, чтобы вы могли там зарегистрироваться, открыть свой аккаунт и, в общем-то, принимать участие в обсуждениях наших докладов. Я скажу, да, что такой формат, он не так часто в России используется, и я думаю, что, наверное, мы с этим проектом можем сказать, что мы идем впереди, и возможность организации в будущем таких конференций у нас оказывается вот именно благодаря этой площадке.
Не отказалось нам в помощи это Министерство культуры, туризма и архивного отдела Республики Коми. То есть ими была оказана поддержка в организации детских художественных школ, которые, собственно, находятся под ведомством Министерства культуры. Поэтому мы благодарим Министерство культуры. К сожалению, они сегодня не могли прислать представителя, чтобы он с приветственным словом сказал добрые слова участникам конференции. Большое спасибо, что большую помощь оказывал Сыктывкарский государственный университет имени Екатерины Сорокина. Я знаю, что в университете реализуется несколько программ, которые реализуют именно программы художественного образования. Это Институт культуры, которым непосредственно занимается этими вопросами. В рамках Института культуры есть виртуальный музей, виртуальный русский музей, который тоже активно, магистранты и студенты кафедры культурологии активно приняли участие в докладах, то есть доклады опубликовали и приняли такое должное внимание к, собственно, содержанию этой конференции. В то же, среди организаторов, то есть помощников организации нашей конференции, это Институт педагогики и психологии, лаборатория Вундеркинд Сыктывкарского государственного университета, Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени Куратова. Они тоже оказали колоссальную поддержку привлечению участников, но сегодня идут крупные мероприятия по WorldSkills, и, собственно, поэтому они не могут присутствовать в полной мере, но я думаю, что в секционных докладах будут участники именно Сыктывкарского педагогического, гуманитарно-педагогического колледжа. Колледж искусств Республики Коми, они сразу изъявили желание принять участие в этой конференции. Может, немножко в какой-то степени они оробели, участники у них есть, но сегодняшний концерт, собственно, показал то, что они также являются частью, творческой части нашей конференции, поэтому я очень благодарю, что колледж искусств, он тоже активно, он активен к инновациям, и он, я думаю, что при следующей организации конференции там уже появится своя секционная площадка, которую будут они организовывать самостоятельно. Колледж, Республиканский колледж культуры имени Чисталева, соответствующе тоже помогали нам в кадрах, то есть, которые принимали конференцию, поэтому диапазон участия очень широкий. К сожалению, вот в рамках отдела культуры, может быть, не до конца понимают тот вопрос уровневого образования, который мы сегодня, в общем-то, постоянно хотим говорить, учреждения культуры. То есть, хотя мы предлагали принять активное участие, тот же Национальную галерею Республики Коми, ну, они в силу занятости сказали, что, к сожалению, мы принимать участие не можем, у нас нет возможности принимать. И, в общем-то, жалко, что, в общем-то, представители Национальной галереи не приняли участие в нашей конференции. Это организаторы, соорганизаторы, и я хочу все-таки перечислить всех экспертов, чтобы вы знали, что все их доклады можно познакомиться на сайте конференции, и доклады очень интересные, доклады очень полезные, и я бы сказала, что на сегодняшний день настолько актуальная информация представлена в докладах Федерального государственного бюджетного научного учреждения Институт художественного образования и культуры Российской академии наук, что, собственно, мы просто, я считаю, что мы просто счастливчики, что они к нам приехали. Они оставили нам, в общем-то, свои материалы. Вот, пожалуйста, вот здесь лежат 2 журнала. Журналы у них в электронном виде, и на сайте конференции в рамках выставки образовательных организаций представлены их издания, в которых можно публиковаться и можно, в общем-то, заявляться себя и как магистранты, и аспиранты, и в статейном формате, и уровень публикации ВАК. То есть вот такой формат они нам позволили поднять статус нашей конференции очень высоко. И хочется еще отметить очень замечательный отзыв последнего эксперта, который буквально уже накануне конференции я говорила, это Смирнова Наталья Борисовна, это наши коллеги из Чебоксар, это Чувашский государственный университет имени Яковлева.
Наталья Борисовна, она доктор педагогических наук, доцент, и она занимается вопросами этнокультурного содержания. То есть вот этот блок ее докторская, это этнокультурное содержание. У нас это направление работы очень широко распространено, у нас очень много участников по этому направлению, и вообще эта тема очень многим интересна. И Наталья Борисовна, собственно, вот она принимает участие и как с научным докладом, и как художник. Ее работы замечательные, кто может посмотреть и, в общем-то, познакомитесь. Дмитрий Анатольевич тоже свои работы представил. Ну и я перечислю московских экспертов. Это Акишина Екатерина Михайловна, доктор педагогических наук, кандидат искусствоведения, директор Института художественного образования и культуры Российской академии образования. Кашекова Ирина Емельевна, доктор педагогических наук, главный научный сотрудник. Олесина Елена Петровна. Кашекова Ирина Емельевна, она занимается вопросами изобразительного искусства, то есть вот ее направление это изобразительное искусство. Олесина Елена Петровна, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник, ее направление мировая художественная культура. Радомская Ольга Игоревна, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, ее направление психология и психология детского творчества и одаренности. Кузнецова Вероника Вадимовна, кандидат педагогических наук, доцент и руководитель отдела образовательной деятельности. Ее направление этнокультурное содержание в области музыкального образования и художественного образования. И Красильникова Марина Станиславовна, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Института художественного образования. Ее направление музыка и музыкальное образование. Вот такой спектр наших экспертов, они все являются участниками нашей конференции. Я думаю, что они будут смотреть ваши доклады, давать свое экспертное мнение. И в конце нашей работы мы сможем увидеть, какой результат нашей конференции получился. Спасибо большое. Сейчас мы приступаем к части пленарной. У нас заявлено 2 доклада республиканских и 1 доклад, который мы включаем в режиме онлайн-трансляции. Это у Екатерины Михайловны Акишиной, где она рассматривает проблемы и концептуальные проблемы концепции предметной области искусства. Значит, прошу первое слово я беру за собой. То есть я готовлю по республике доклад, и, собственно, я буду, наверное, в большей степени здесь представлять работу Института развития образования, который проводит в этом направлении деятельность. Поэтому я приступаю. Можно и так, наверное, возьму, да? А там вот есть. Есть, да? Знаете, когда готовишь конференцию, всегда что-то случается. Очень активная работа по научно-методическому сопровождению различных площадок. И, собственно, конечно, все участники нашей конференции работали в состоянии дедлайна. То есть должны были вчера представить, но делали сегодня. И, соответственно, я не оказалась в лучшей ситуации, и моя презентация сегодня делалась практически ночью. Когда 3 часа ночи она у меня исчезла, представляете, какое мое состояние, когда я не смогу выйти на доклад. Поэтому я не говорю, что я ее не нашла. Все-таки то, что мы в цифровой среде находимся очень давно, и компьютер ничего не забывает. Это такая машина, которая может сохранять любую информацию. Презентация нашлась. И я должна ее вам сегодня представить на ваше усмотрение. Я рассматриваю художественное образование в Республике Коми, проблемы и перспективные задачи. 5 лет назад передо мной Институт развития образования поставил мощную задачу дать методические рекомендации учителям предметной области искусства для того, чтобы можно было определить целый пакет проблем, которые в художественном образовании существуют,
в нашей республике, и как, в общем-то, можно было бы их реализовать, чтобы развитие художественного образования в республике было. Я в тот момент не смогла осилить музыкальное образование, мне помогли коллеги с Сыктывкарского педагогического колледжа. Они создали свои педагогические рекомендации в области музыки. Я рассматривала проблемы, в общем-то, в области художественного образования. И после выхода концепция была принята 24 декабря 2018 года, в прошлом году, многие вопросы, собственно, совпали с теми методическими рекомендациями, которые мы писали до этого, за 4 года до, в общем-то, принятия концепции. Самое главное, что мы обращаем внимание, мы должны всегда определять, что и искусство, и, в общем-то, художественное образование, то есть мы все-таки все представители области искусства, мы знаем, что здесь искусство является особой формой познания мира. И оно формирует не только какой-то знаниевый комплекс, а в первую очередь он формирует нравственный комплекс. И когда мы говорим об искусстве, мы всегда говорим, что это развитие личности, это развитие нравственности в человеке, это формирование ценностей человеческих, в общем-то. Поэтому актуальность, в общем-то, нашей темы, она достаточно ясно выражена, поэтому я прочитывать слайд не буду, просто вы просмотрите в глаза, не понимаете, что, собственно, в природе не существует понятия красоты и некрасивое. В природе все прекрасно, все естественно. Человек сам выбирает то, что способствует формированию внутреннего мира, а художник, поэт, композитор, правильно находя эти моменты, сочетая их, помогает человеку окрылиться и вдохнуть жизнь. Но еще одна среда формирования художника, самого художника, музыканта, она находится в сфере образования. И понятно, что художник не возникает сам по себе, его надо вырастить, его надо развить, его надо воспитать, его надо сформировать. И задача художественного образования как раз развивать и творческую личность, и, собственно, формировать любого человека, как человека нашего современного общества. Художественное образование, собственно, я обращаюсь к определению. Я взяла определение, которое представлено в концепции художественного образования Российской Федерации от 28 декабря 2001 года, где определяется художественное образование как процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства. Основной задачей современного художественного образования выступает требование развития готовности культурно-художественному творческому диалогу, духовно-нравственному самосовершенствованию, понимание смысла жизни в условиях интерактива художника, музыканта, мастера, педагога, специалиста культуры, что обеспечивает сотрудничество педагогов и обучающихся. И, собственно, какими документами сегодня, нормативами мы должны руководствоваться в плане развития художественного образования? Ну, самое главное для нас определяющий закон, это федеральный закон 29 декабря 2012 года 273 ФЗ об образовании в Российской Федерации. Концепция реализации дополнительного образования, она принята указом президента 7 мая 2012 года номер 599. Концепция реализации предметной области искусства Российской Федерации, которая принята 24 декабря 2018 года на коллегии Министерства просвещения Российской Федерации. ФГОС. Вот здесь мы не делим ФГОС, потому что мы говорим об уровневой системе. Мы знаем, что есть ФГОС высшего образования, есть ФГОС среднего образования, есть ФГОС общего образования. Поэтому наша задача как бы рассматривать все варианты ФГОСов в данном случае. И абсолютно современные документы – это национальный проект «Культура», в рамках которого сегодня организация культуры начинает реализовывать проект «Культурный норматив школьника».
И я думаю, что уже кто-то с этим непосредственно столкнулся. И национальный проект образования. И в рамках национального проекта образования мы рассматриваем два подпроекта, на которые мы обращаем внимание. Это цифровая образовательная среда и учитель будущего. Да, потому что, собственно, Институт развития образования решает проблему повышения качества преподавания и развития профессиональных кадров в области образования. Концепция реализации дополнительного образования очень кратенько. Собственно, на что здесь следует обратить внимание? Ну, во-первых, в концепции очень четко определены, что есть дополнительное образование. Да, то есть на что мы опираемся. Типы образовательных организаций, реализующих дополнительные образовательные программы, формы государственной поддержки, виды, подвиды и так далее. То есть вы знаете, что у нас и в нас в республике, и в России дополнительные, то есть образовательных организаций дополнительного образования очень много, и они все разных видов и типов. Поэтому, конечно, мы должны разобраться в этой системе этих дополнительных образований, чтобы знать, какую мы точку занимаем в рамках системы вот этой глобальной образовательной структуры. Ну и, естественно, в следующей концепции зафиксированы конкурентные преимущества дополнительного образования. Мы знаем, что основное образование, оно дает начало для социального лифта любого человека, а сегодня мы не заканчиваем свое развитие образования только тем, что закончили школу или закончили мы какой-то СУЗ или ВУЗ. Обучение продолжается в течение всей своей сознательной жизни. Поэтому как раз здесь реализуются программы дополнительного профессионального образования и дополнительные вообще развивающие программы для детей и взрослых. Да? То есть у нас появляются вот эти подвиды, и нам их следует учитывать. Концепция реализации предметной области. Ну, вот чем хороша концепция, когда мы обсуждали проблемы принятия этой концепции, проблем было выявлено очень много. Но в концепции звучит всего 4 основные проблемы, на которые мы, собственно, опираемся. Первая проблема – это мотивационного характера. На что здесь обращают у нас разработчики концепции? О том, что современные классические технологии и большинство работников образования, работающих в этих системах классических технологий, не всегда могут, в общем-то, соотнести содержание классического содержания к тому, что нужно сегодня в современной стандарт. То есть мотивационный. И по этой причине происходит разрыв тем, что какое искусство должно быть, его воспитательный характер, и тем, что, собственно, сегодня иногда выдается за искусство. Да? То есть мы не можем разделить, потому что очень много сейчас цифровых материалов, и выделить, какой цифровой материал актуален, который полезен, несет воспитательную функцию, образовательную функцию, или он несет, в общем-то, совершенно противоположное значение, это проблема, собственно, наша, и мы должны определять, что мы можем разрабатывать и предлагать детям, а что, собственно, мы просто ни в коей мере не должны это делать. Особенно это касается именно области искусства. Я не делюсь здесь по направлениям, потому что художественное образование, оно решает проблемы и изобразительного искусства, и дизайна, и музыки, и хореографии, и театра и так далее. То есть мы все относимся к этой области. Вторая проблема – это проблема содержательного характера. Они здесь выделены. Это нынешние разработчики в первую очередь рассматривают проблему недостаточности внедрения предметного искусства информационно-коммуникационных технологий. Я думаю, вы в полной мере это ощутили, когда вы регистрировали сейчас на мою конференцию, на нашу конференцию. Потому что сама задумка этой конференции – это формирование ваших ИКТ-компетенций. И вы знаете, что если вы сейчас этим владеть не будете, вы просто не встроите современное пространство, современное образовательное пространство. То есть наша задача как разработчиков данной конференции, в общем-то, вас потихоньку вот такими способами начинать
туда подключать, внедрять в этот образ. Не надо, я думаю, что не надо делать так, что я не умею, я не могу и не буду это делать. То есть процесс как раз вот про преодоление того внутреннего противоречия о том, что я попробую, а вдруг что-то получится, я не буду самый худший и так далее. То есть разработчики концепции, наверное, это имели в виду, когда поднимали, собственно, вот этот вопрос. Во многих случаях потенциальное учреждение культуры, вот, опять же, обращается внимание в культурные учреждения, потому что наша область, мы в рамках и неурочных занятий, и в рамках основных занятий, мы много обращаемся к учреждениям культуры. Только вот почему-то не всегда учреждения культуры поворачиваются к нам. Вот, и мне бы очень хотелось бы, чтобы это не было, условно скажем, только ведомственная работа. Вот мы, если мы говорим об устраивании уровнем образования, это не ведомственная работа, это дело формирования нового человека. И она касается как работников культуры, так и работников образования. Содержание образовательных программ предметной области искусства недостаточное количество времени уделяется практически творческой и проектной деятельности. Но вот очень важный компонент, потому что даже когда мы работали по старым программам Сергея Кузина, практики в уроках изобразительного искусства музыки было больше. Согласитесь, это программа Ковалевского и немецкого. Как только стал внедряться компонент эстетического содержания немецкого, почему-то стала уходить практика. Хотя у немецкого ее очень много. И вот становится обидно, что, собственно, предметность, деятельность учащихся на первом месте, мы начинаем очень много говорить, как на уроках литературы, на уроках истории, на уроках мировой художественной культуры, а практически навыки уходят. Да? И вот тут вот эта проблема, она здесь выявлена в концепции, она здесь представлена. И очень еще что важно, что любая технология художественная, она ориентируется на возраст детей. То есть одну и ту же тему можно дать дошкольнику, можно дать старшему школьнику, можно в начальной школе дать, можно дать подростку, можно дать взрослому человеку. Но в данном случае мы должны учитывать возможности аудитории. И когда мы не учитываем эти возможности, то есть или не усложняем с учетом возраста, или наоборот даем слишком простой материал, то сами эти работы становятся неинтересными. Но если вы заметили, то в последнее время в рамках развития творческих способностей интернет просто кишит мастер-классами. Просто кишит. Но почему-то наши школы, наши образовательные организации этого не делают. То есть получается, что в рамках предпринимательства они уже эту нишу почувствовали, они ее активно используют, а мы, к сожалению, еще только думаем, а будем ли мы вообще принимать в этом участие. Опять же, возвращается к чему? Недостаточно внедрения ИКТ-компетенций. Да? То есть вот тут вопрос возникает. Но при этом я не то, что не игнорирую, я настаиваю на том, что практическая направленность в наших занятиях, она выходит на первое место. То есть наше формирование личности идет через практические навыки, через вхождение в мир, через труд, через деятельность. Особенно вот пример, вот сегодня наши скрипачи выступали, мы заслушались их, а ведь мы сами все прекрасно знаем, какой-то труд вот, подготовить даже один единственный номер, который мы сегодня с вами видели. И, естественно, возрастные, и очень важно, вот мы говорим о системно-деятельностном подходе. Да, это современное слово, оно звучит последние 10 лет, и когда ко мне на курсы повышения квалификации приходят люди, говорят: вот я не понимаю, что это такое, да как это его делать. Я говорю: ребята, дорогие мои, да мы все время этим занимались. Мы всю жизнь, это для нас всегда актуальные технологии. То же самое можно сказать про проектную деятельность. И проектной деятельностью мы всегда занимались с вами. Просто мы ее не всегда знаем в плане теоретических подходов и не знаем, собственно, системность организации этих методик. На самом деле, когда вы через них проходите, вопросы, которые мы здесь поднимаем, они просто уходят. И системная деятельность подход у вас, и формирование личности, и продуктивность появляется, и все остальное появляется. Вот те, кто со мной
работали над своими конспектами, вы вспомните, что вдруг у вас в рамках конспекта начинал появляться творческие учебные продукты, причем не один в рамках урока. Да? То есть вот как раз мы об этом говорим, и это очень важно. И, то есть мы сможем решать эту проблему. Они не должны нас пугать, они в нашей компетенции находятся. А проблема методического характера. Вот здесь это острая проблема, которая стоит у нас в республике в первую очередь. Пространство нашей республики, разрозненность. У нас города Воркута, Ухта, Усинск, они все находятся на дальних расстояниях. То, что у нас методическая служба сейчас в полной мере нет, то есть не во всех даже школах существует ставка методиста. То есть и получается, что наши педагоги оказываются в рамках, причем и школьные педагоги, и педагоги художественных школ, специальных, у них это пространство, они все варятся собственно собой или внутри своего коллектива. И выйти на пространство, условно даже, муниципального образования, на пространство республиканских конкурсов и вариантов, а уж что ж говорить на международные всероссийские, да, вот мы как-то стесняемся. Пример, кстати, из подготовки конференции. Да я этим занимаюсь постоянно, я не думаю, что это очень важно. Да, вот такой момент, понимаете, то есть я не считаю, а вот тут вопрос возникает у меня, а как же школа позиционирует по поводу вашего труда, если вы не считаете свой труд тем важным моментом, который, собственно, определяет развитие вас как педагога, развитие ваших учащихся, понимаете? То есть мы сами себя неправильно иногда позиционируем, согласны вы с этим? Да, но я согласна, что методическую службу нам надо поднимать, и спасибо все-таки Институту развития образования, они открыли целые площадки методической службы, опять же, в системе виртуальной помощи. Понятно, что мы не всегда можем подъехать, мы не всегда можем переговорить, не всегда мы сможем делать звонок по телефону. Но кто, скажем так, желает, и это есть такие, они могут и ночью позвонить, да, сказать: Дарья Владимировна, у меня вопрос. И это нормально, да, то есть я, в общем-то, человек открытый к такому общению, но самое главное, к чему я хочу вести, мне и моим коллегам облегчает работу во многом, если вы становитесь частью виртуального пространства наших методических служб. Тот же республиканское методическое объединение предметной области искусства, которое существует, вот даже сегодня опять же возник вопрос, столько наработанного материала, а почему-то в РМО его нет. Хотя пропиарить этот материал очень легко, и все вы могли с ним познакомиться. То есть то, что у нас есть специалисты, которые могут оказать методическую помощь, их много, сейчас мы посмотрим по нашим учреждениям, которые существуют. То есть можно. Просто сегодня вы должны понять, не гора идет Магомед, а Магомед идет к горе. То есть вы должны первый проявить свой посыл к тому, что я хочу измениться, я хочу получить собственное внутреннее развитие и найти того специалиста, который будет вас вести. Но, наверное, другого способа нет. К сожалению, сегодня. Но и второй способ в рамках методической службы. Я заявляла в рамках конференции организацию Ассоциации художников-педагогов. К сожалению, вот этот момент, он остался за пределами конференции. Но это не значит, что я как бы не считаю, что мы эту ассоциацию не откроем, и у нас не появится свой союз или ассоциация художников, педагогов или преподавателей предметной области искусства. Это связано с организацией социального института, социального сообщества, это съезды, это, извините, регламенты и так далее. Если мы через это пройдем, то свою ассоциацию мы найдем, и в рамках ассоциации у нас появятся эксперты, которые могут давать соответствующую экспертную оценку ваших материалов. Что очень важно, что очень нужно сделать. Кадровые проблемы. Собственно, наверное, я уже эти кадровые проблемы... Нет, я не сказала про кадровые проблемы. Кадровая проблема в том, что у нас в республике, если, допустим, в области искусства у нас имеется подготовка, у нас готовят музыкантов, у нас готовят художников, у нас готовят дизайнеров, у нас готовят артистов балета в учебных заведениях. То есть у нас такой спектр широкий, да, то есть для культуры мы специалистов готовим. А чтобы был специалист, который подготовит специалиста для культуры, у нас, к сожалению, такого нет. У нас исчезла худграф,
педколледжи, к сожалению, сейчас нету. У нас исчезло направление педагогического образования в университете художественного направления. Оно сохраняется только в начальной стадии, начальное образование, да, начфак. Там еще изобразительное искусство, оно есть. И дошкольники, и дошкольники. Вот дошкольники, начфак, они, в общем-то, ведут. У нас есть целая кафедра культурологии. Спасибо, Елена Николаевна, она здесь присутствует, которые могут подготовить специалистов мировой художественной культуры. Но если бы специалист мировой художественной культуры еще умел рисовать, согласитесь, Елена Николаевна, да, наверное, это был статусный бы педагог, который мог бы быть универсальным в рамках работы сегодняшней школы. Поэтому вопрос подготовки кадров у нас в республике стоит остро. И большая часть у нас туда уезжает из республики учиться. Могут уехать в Герцево, могут уехать, кстати, в Чебоксары, могут уехать в Москву. И не всегда они возвращаются. То есть потому что там ниша немножко другая, и вернуться сюда в республику не всегда удается. Поэтому система подготовки таких кадров, она есть проблема. И нам ее, собственно, надо каким-то образом решать. Есть вариант организации курсов повышения квалификации, есть вариант разработки спецкурса или дополнительная профессиональная программа, которая позволит усилить, но ее надо разработать. Опять же, нужны специалисты, которые готовы будут ее разработать, эту программу. Возможно, серии семинаров специфических, тематических и так далее, и тому подобное. То есть, собственно, такую работу нам надо вести. И я очень хотела бы, чтобы в рамках этой конференции этот вопрос обсуждался, поднимался, в общем-то, предлагался к обсуждению, предлагались бы рекомендации и так далее. То есть, потому что у нас в докладах есть какие-то доклады, в которых поднимаются вопросы повышения, не повышения, а именно обучения кадров. Спасибо, это Надежда Александровна Косенко, кураторова, она такую представила такой доклад, не можно познакомиться. И вот проблемы, которые мы вчера обсуждали с Ольгой Валентиновной, которая готовила доклад, да, еще один момент, это уже не в концепции написано, это в общем-то, мы рассмотрели, что он должен быть. Это проблема социального партнерства. То есть, опять же, уже 4-й или 5-й человек говорит о том, что мы должны объединять усилия. Усилия общеобразовательная школа с центром видов образования, они общеобразовательная школа и художественные школы, они пока еще не всегда находят точки соприкосновения в методическом пространстве. Согласны со мной? А если мы будем рассматривать дальше, художественная школа, СУЗ-ВУЗ, да? Конечно, я знаю, что представители художественной школы постоянно проводят профориентационную работу на ориентирование поступления в какие-то профессиональные образовательные организации. Но почему ВУЗ не всегда идет к вам навстречу? Вот тут вопрос возникает. Согласитесь с этим, да? То есть тут, возможно, какие-то варианты и общие проекты, которые мы могли бы реализовать в рамках нашей республики. То есть вопрос то же самое касается, когда общеобразовательная школа, центры дообразования, художественная школа обращаются к организациям культуры, да? То есть тут у нас не всегда вырабатывается, хотя культура очень хочет, чтобы мы принимали участие. Они рады, когда вы к ним приходите на выставки, на открытия, когда они проводят ночь музея, когда они проводят ночь искусств, они рады, когда школа заявляется из каких-то проектов, выступает у них, понимаете? Но должна быть какая-то поддержка с их стороны, может быть, даже элементарные выходы в школу. Да? Согласитесь со мной вот в этом плане. И вот еще одна проблема, которая, собственно, она есть, звучит. Вот когда я готовила эту конференцию и разговаривала с коллегами, вот постоянно такой момент. Нам некогда, у нас масса своих мероприятий. Нам некогда, мы делаем то. У меня учеба, студент, у меня такое мероприятие. Почему мы не можем выработать минимальное количество конкурсов, которые вот в обязательном порядке нам бы хотелось пройти? То есть что это дает нам? Во-первых, это дает уменьшение конкурсного пространства. То есть не будет 20, это будет один условный, 1-2 учрежденческий, 1-2 муниципальный и 1 республиканский. Согласитесь, подготовиться к одному республиканскому мероприятию будет намного легче,
чем мы будем каждый раз принимать участие во всех мероприятиях. Вот это сейчас получилось с этой конференции, хочу сказать, потому что университет проводит симбиозис конференцию. Национальная галерея готовит свои чтения. Мы готовим художественную конференцию по художественному образованию. Только прошла конференция у Виты Федоровны. Согласитесь, если бы мы дружно объединили усилия, наверное, бы площадки одной общей конференции, в которых бы принял участие СГУ, колледж искусств, колледж культуры, Национальная галерея Республики Коми, Министерство культуры. Это была одна единственная площадка большого форума, проходящего один раз в год. Понимаете? И на уровне этой площадки, уже проходя трансляцию и адаптацию опыта, мы могли бы выходить на более высокий всероссийский и, скажем так, международный уровень. Да? То есть мы могли видеть, готовы мы туда идти или не готовы. То есть само республиканское пространство должно быть для нас удобным, чтобы мы могли не мучиться, извините, переусердно, как это, очень много сил у нас уходит на все эти мероприятия. А так мы прошли все, ну, выставка одна прошла, вот как вот сейчас идет. В принципе, замечательно проходит выставки муниципальные, как палитра, эженская палитра. Плохо, что у нас параллельно это проходит. А потом они приходят на республиканский педагогический вернисаж. Да? Очень же неплохо, да? То есть уровневая площадка, которая позволяет формировать какую-то компетентность. То же касается детских конкурсов. Мы говорим о детской одаренности. Еще одна сторона вопроса. Но невероятное количество конкурсов. Я знаю, как Ольга Викторовна постоянно говорит, я не могу, у нас столько конкурсов, мы не знаем, как все это ухватить. А вот тут задача ваша выбрать, в каких конкурсах надо принимать участие, какие важны, а какие, извините, можно и пропустить. Согласитесь с этим. Это ведь не то, что обязательно вот вам зажали, сказали, вот делайте, вы должны, вы обязаны. Но, к сожалению, как мне вчера подошли и сказали, вы знаете, Таргина, вы не можете объявить сидеть своих коллег в конкурсе? Я говорю, да я не возражаю, я могу, в общем-то, не так уж сложно мне сделать объявление о детском конкурсе. Но когда я прочитала положение, мне волосы дыбом стали. Потому что там стоял вопрос об охране труда. Как можно вот людям, которые сидят и организуют такого порядка конкурса, не понимать, что детям, чтобы сделать конкурсное задание или конкурсный рисунок, нужно масса объяснить понятий, как это все делать и что это такое. И как это есть. Извините, ребенок, он рефлексирует в рисунке, согласитесь с этим. Это рефлекс его на события. Не важно, сколько ему лет, там, 3, 4, 5, 7, 12 лет. Его рисунок – это его жизнь, это анализ его жизненной ситуации. А у нас народ хочет просто потому, что им нужен этот конкурс, они там, у них или деньги появились, или еще что-то. То есть вот, собственно, к чему я веду. То есть вот эта проблемная ситуация, которую хотелось бы ее у нас в республике вот средствами объединения нашего усилия методического, научно-методического и характера как-то решить и выстроить в системе площадку. Я думаю, что я, наверное, уже много рассказала, и хочу дать слово коллеге. Собственно, основные проблемные точки я высказала, но при этом я должна сказать, что все-таки площадки, которые для реализации, они уже на сегодняшний день существуют. Я просто их покажу. Уже те, кто со мной взаимодействует, они уже многие работают в рамках этих площадок. Появилась еще очередная площадка, которую мы сегодня... То есть это я вам сделала таблицу, я выставлю на презентацию конференции, чтобы вы видели, как у нас идет система взаимодействия, как она должна, собственно, выстраиваться, уровневая, да? То есть где мы находим связи, как можно эти социальные или какие-то учебные или образовательные связи нам выстраивать в контексте образовательных организаций. Вот здесь я сделала выборку, я посчитала, что у нас в республике 42 организации детские школы искусств, детские художественные школы, 340 – это центры дополнительного образования, программы дополнительного образования. То есть это не только центры дополнительного образования, это программы, дополнительные общеразвивающие программы, которые реализуются в системе общеобразовательных школ и детских садов. То есть в рамках каждой организации практически у нас существует
программа дополнительного образования. И чаще всего это бывает или эстетического характера, или художественного, или танцевального, или музыкального. Да? Согласитесь с этим? Ну и вот я посмотрела, и 13 это вот представлена еще одна сфера, которая у нас выступает в роли как образовательных услуг. Да? То есть это бизнес, это частное предпринимательство, это индивидуальные предприниматели, это НКО. Да? То есть они предоставляют образовательные услуги, и они сейчас пользуются большой популярностью. Сегодня, собственно, они являются вашими конкурентами. Да? То есть это конкурентная среда, куда детей это чаще всего. И даже не считают там количество денег, они отдаются. Почему? Вопрос возникает, да? Чем вы хуже? Почему туда идут, к вам не идут? Это вопрос опять методического характера. При этом у них нет такой задачи, как разработки программы. Они не делают программы, они работают без программы. У них нет лицензии, у них нет лицензионных вещей, но тем не менее их программы пользуются популярностью. То есть вопрос, опять же, и для нас, и для них, честно ли это вообще завоеванное пространство. Я думаю, здесь мы усилия должны каким-то образом объединять. Я уже назвала все организации, кроме 2 организаций СПО, которые не прозвучали в рамках организатора. Но я их все-таки хочу назвать. Это Сыктывкарский колледж сервиса и связи, они не позиционируют, что они реализуют программу художественного образования. Хотя они готовят парикмахеров, они готовят застройщиков, они готовят и другие сферы. Да? Согласитесь, где художественность, где у них даже есть программа, рисунок, и живопись, и композиция, и творческая композиция. Также я назвала Сыктывкарский торгово-технологический техникум. Они, это у нас производство, пекарня, это кулинария, это все такое. Почему там искусства нету? Искусство приготовления пищи сейчас выходит на очень высокий уровень. Да? Мишленовские знаки, извините, получить это надо какой уровень приготовления иметь, это художественный, нужно художником быть в области кулинарии. Поэтому я думаю, что это тоже наша сфера деятельности, которые могли бы, но они себя никогда не позиционируют, что они являются частью художественного образования. То есть они не ставят себе задачи этого развития. Это я пропускаю. Вот, в общем-то, очень коротко о Республиканском методическом объединении, просто такая краткая справка. Методическое объединение существует с 2016 года, основная масса методических объединений появилась в 2017 году, официально их открыли в 2017 году, но наше объединение уже существует с 2016 года. То есть площадка самая первая, которая начала позиционировать. Мы проводим республиканские методические собрания. Кстати, сегодняшнее мероприятие идет в рамках трансляции республиканских методических объединений. И перед нами ставятся какие-то задачи. Но задачи не вырабатываются, в общем-то, собранием. И вот эта конференция, которую мы с вами сегодня проводим, это задача собрания РМО. Они поставили нам задачу провести такого уровня конференцию. Да? То есть вот сегодня мы как раз вот в плане методических, решения методических задач проводим эту конференцию. Ну, я не буду здесь, у нас 3 площадки, на которые я обращаю внимание, это педагогический вернисаж пути творчества, мои коллеги по СДНПК и по художественным школам уже не первый год принимают в них участие, потому что сам проект существует уже более 10 лет. Вот, в конкурсное пространство он вошел последние 4 года, и последний год мы уже подключили музыкантов для этого конкурсного движения. То есть уже не просто художники, а творческие свои профессиональные задатки уже реализуют музыканты. То есть оно дало, в общем-то, хороший отзыв, и я думаю, что я считаю, что нужно проводить этот конкурс не ежегодно, это не площадка для ежегодного участия. Она должна проходить условно раз в 3 года или раз в 2 года, чтобы можно было накопить свой творческий потенциал и, соответственным образом выступить, да, там, в рамках выставки, в рамках различных конкурсных мероприятий и так далее. Ну и последний, в общем-то, наш, вот очень хочется мне все-таки отметить, вот я проводила, тоже эта задача была РМО провести мониторинг профессиональных дефицитов в области вот именно подготовки кадров. Я не прочитываю, вы ее можете, собственно, просто глазами посмотреть.
вы увидите, какое количество школ у нас существует, 308 школ республики, и какой процент обеспеченности учителями изобразительного искусства у нас существует. И самое главное, кто у нас ведет сегодня уроки изобразительного искусства. Это данные, статистические данные обеспеченность кадрами предоставила РИЦОКа, 218 год. Это я ничего не придумывала, я просто проанализировала эту системную таблицу. И то же самое я сделала по музыке. Картина практически такая же. А я еще не делала анализ педагогов дополнительного образования, не делала анализ преподавателей детских художественных школ. Там другая идет среда, там может оказаться профессионал, не имеющий педагогического образования. Вот еще какой вопрос стоит. И, собственно, сейчас я вам привела массу проблемного поля, которое у нас существует на сегодняшний день. Вот за то время, которое мы в рамках РМО работали, даже не знаешь иногда за что хвататься, какую проблему решать в первую очередь. Но это, я представляю эту таблицу, я просто ее прокомментирую. Это в прошлом году на форуме в рамках РМО обсуждались эти проблемы концептуальные, были высказаны предложения. Вот здесь предложения можно увидеть. Некоторые предложения я уже озвучила, и поэтому их можно увидеть. Не предложения идут, во-первых, мотивационного, кадрового характера, есть предложения методического и содержательного характера, вот те проблемы, которые я назвала, то есть наши уже специалисты, наши педагоги уже предлагают, как, что можно делать в рамках, собственно, решения этих задач, этих проблем. Ну и, собственно, еще один вопрос, это одаренные дети. Не буду сейчас останавливаться, это особая площадка, потому что мы рассматриваем, но помимо одаренности мы говорим, что у нас появляются специфические группы детей. Кроме одаренных есть еще группы с ОВЗ, которые практически приходят в каждый класс, и в каждую школу, и в каждую мероприятие. Еще одна проблема, на которую нам стоит, есть смысл обращаться и решать. И очень представляю результат реализации этого культурного образования, которое имеется шикарнейшая база в СГУ по поводу проектов, интересных проектов, замечательных, которые можно использовать в практике, методике. Вита Федоровна почему-то так поскромничала, что этим материалом можно, собственно, пиарить на всю республику, потому что богатейшая методическая копилка для учителей. И вот здесь мы даже смотрим такие варианты. Виртуальный школьный этнографический музей. Проекты в рамках проекта «Опорный вуз» какие? Настольные игры, разработка квест игры по форме, разработка модели костюмов в куклах-скрутках, выпущен мультипликационный фильм по форме народной сказки «Три горшка» и так далее, и так далее, и так далее. То есть иногда полезно увидеть этот материал один раз, чтобы знать, что я должна делать у себя в своей методической копилке. То есть потому что здесь руководит специалист, он показывает, как и что можно делать, пусть они имеют свои огрехи, это нормально, это учебные работы, в любой учебной работе есть ошибки, но тем не менее они дают вам посыл для собственного развития и собственного формирования методических компетенций. Ну вот еще вот посмотрите, и это не ограничивается только разработанными проектами, это обязательно выход на научно-методический уровень, это участие в конференциях, да, я вот думаю, что Вита Федоровна, наверное, эта конференция позволяет объединить опять же усилия, да, то есть мы должны секцию этнокультурного содержания обязательно себе здесь делать, потому что без нее как-то нехорошо, да, вот у нас очень многие решают проблемы. Кстати, с коллегами по этнокультурному центру я с ними разговаривала, говорю, почему вы не хотите принять участие в нашей конференции, ведь у вас же есть материалы, которые вы работаете с материалом Республики Коми, краеведческие материалы, и остальным. То есть до конца не видит связи. Понимаете? Только вот, понимаете, вот нельзя смотреть так узко. То есть мы не рассмотрим проблематику искусства так узко, как только литература. То есть надо понимать, что мы находимся вообще в культурной среде. И наше формирование идет не единично, комплексно. И это нам ко всем, как специалистам, вопросы, задачи и так далее. Ну вот сайты, которые разработаны, я думаю, что Вита Федоровна их представит, и мы в РМО их опубликуем, с которыми можно будет познакомиться с материалом.
Ну и, собственно, очень кратко о нашем новом проекте, который вы сегодня активно, то есть я его презентую, вы принимаете в нем участие. И это впервые такая у вас площадка, в которой не надо обязательно приезжать, не надо мучиться, искать деньги на дорогу, а, собственно, прийти, посидеть, посмотреть и ответить на вопрос, задать вопрос и так далее. Значит, вот ссылочка, на которую мы выходим. Здесь я написала, что здесь у нас какие цели, задачи, то есть 5 направлений, не буду диктовать вам сейчас, вы их уже все просмотрели, координаты группы, то, что это комплексное мероприятие, мы уже поняли, потому что это не только секции, не только пленарные, это выставки, это мастер-классы, это встречи, это круглые столы, то есть это серия различных методических материалов, которые мы можем, это концерты, это концерты преподавателей, это концерты наших обучающихся, это что угодно. Мы все это можем включить в систему работы, потому что для нас это работа, согласитесь с этим. Это наша рабочая среда, и мы ее должны демонстрировать, показывать наши результаты работы. Ну и, собственно, такая ссылочка, смотрите. Значит, на вчерашний день на сайте зарегистрировано 115 человек, из них 69 доклады, статьи, презентации, стендовые доклады, слушателей 35 человек, экспертов 7 человек, организаторов тоже 7 человек. И думаю, что число участников оно может расти и может к концу, в общем-то, как формирование резолюции. Резолюцию мы будем с вами формировать в конце января. Вы можете участниками стать формирования резолюции, потому что основные моменты резолюции мы публикуем на сайте, она будет в открытом доступе, ее можно будет править. Вот. И поэтому я думаю, что мы в конце декабря проведем финишаж нашей конференции и, собственно, можем в системе круглого стола подвести итоги. Собственно, мой доклад все, не получилось его сделать коротким, но дело в том, что сделано работы много, по всем предприятиям, организации мне не могу сказать, и я хочу предоставить слово моей коллеге и участникам нашей конференции. Ольга Александровна, представьте свои доклады. Доклад озвучите сами, пожалуйста. Добрый день, уважаемые присутствующие. Значит, тема моего доклада – это возможности эстетического воспитания в современном образовательном пространстве. Социальные преобразования, происходящие в современном мире, затрагивают все сферы жизни общества, в том числе, как было сегодня отмечено, и сферу образования. И сегодня требуется такая подготовка личности, которая сможет быстро адаптироваться к меняющимся условиям жизни, способная к самореализации, саморазвитию в различных областях человеческой деятельности, умеющей творчески подходить к решению актуальных жизненных проблем. В этой связи эстетические дисциплины в учебных заведениях и в центрах дополнительного образования, как сегодня уже здесь был поставлен акцент, играют большую роль в развитии личности. Одним из перспективных направлений решения этой проблемы является приобщение молодежи к культуре своего народа, России и в целом мира. Сегодня можно сказать, что на молодежь работает основной поток медиа, эстрады, кино, театра, современного искусства, книготорговли и так далее. Публичность там, где она не нужна. Например, вот Первый канал там показывает, Второй канал «Копание в частной жизни людей» в грязном белье и так называемое бытовое шоу на телевидении. И скрытность там, где нужна открытость, гласность. Так на задворках общественного внимания остается трагедия российских сел, деградация образования, медицины, промышленности, ЖКХ. Декларируем, что человек в 21 веке – это ценность, а в то же время уничижаем созидательный труд, прививаем молодежи убеждение, что пусть работают азиаты, гастарбайтеры.
Научная деятельность недостойна общественного внимания, зато спорт больших достижений, эстрада сегодня в почитании. Разве талантливые биологи, физики, инженеры, учителя, врачи, художники недостойны такой же зарплаты и почитания? Разве эти люди не приобщают нас к миру прекрасного, совершенствуя нашу жизнь? В каждой профессии, науке есть элементы прекрасного, и наша задача – приобщать молодых людей к различным видам художественной деятельности. Важно, чтобы школа научила человека жить в мире прекрасного, чтобы он не мог жить без красоты, чтобы красота мира творила красоту в нем самом, говорил Василий Александрович Сухомлинский. Другой видный педагог Константин Дмитриевич Ушинский писал: «Приготовлять умы, рассеивать идеи – вот наше назначение. Отбросим эгоизм, будем действовать для потомства. Укажем разумную цель, откроем средства», вот то, что сегодня в первом докладе говорили. «Расширим энергию, и дела появятся сами». А дел на эстетическом поприще сегодня много. Происходит убиение русского языка, культуры, традиций. Русский язык засоряется англицизмами. Государственные деятели не могут говорить сегодня без тренда, бренда, дедлайна. Как разговаривают наши дети? Это просто лексическая инвалидность. Вы только прислушайтесь. Я к нему подкатила, да, и у него болты на лоб полезли. Вот разве скажет вот этот молодой человек девушке, там, ты моя лебедушка, радость моя, да, красное солнышко. Вы только прислушайтесь, что говорят в камеди-клуб. Ведущие всех присутствующих девушек называют тёлками. И они улыбаются и воспринимают это как вполне естественное что-то, понимаете? Вот что страшно. А какие у нас газетные публикации? Об этом пишет наш школьный поэт Чупров. Вы только вдумайтесь. Дева, 17. Жду иностранца. Он состоятелен и козерог. Буду в интиме, ласково буду в интиме стараться, чтобы оценить по достоинству мог. Второй момент. Господи, дурочка, путь твой во мраке, а гороскоп ты зачем приплела? Рубрика «Рядом иная собаки». Ну-ка прочтем про собачьи дела. Тут деловито про вязь и про случку взрослого в слоге за сыном зря не потей. Черный кобель ищет белую сучку. Ясно и просто, без всяких затей. Вот я попыталась сделать обзор нашей газеты про город, и что мы там читаем. Аленький цветочек, ждет тебя, указан номер. Жду щедрого мужчину. Олеся, твоя блондинка, территория любви. И это нам каждую неделю поставляет наша городская газета. И это называется красота мира. То, что сегодня происходит с нашими детьми, страшно. Да и с населением тоже. Все пробелы этики, эстетики налицо. Каждодневные ситуации нам просто кричат: ну делайте что-нибудь. Входя в автобусы, молодежь скорее стремится занять свободное место, надеть наушники, включить смартфоны и делать вид, что вот как они на сленге говорят, а мне все пофиг. В наши автобусы люди влазят и вылазят, не входят и заходят. Вы вот вдумайтесь над этим. Что происходит с нашей нравственностью и духовностью? Вот сейчас пришли многие институты, вот я веду в 5 институтах занятия, из практики вернулись. И каждый студент сдает отчет. Я его всегда досконально анализирую. И вот если года 3 назад все пили чай, то есть культура чаепития была. Сейчас последние 2 года все сошли с ума, это подготовка к ЕГЭ и как снять психологический стресс, родительские собрания. Да? То есть вот 2 актуальные темы, а про этические, эстетические и вообще духовно-нравственные темы
практически не поднимаются. Вот из всех, наверное, где-то около 200 работ 3 или 4 касались эстетического воспитания. Страшно? Конечно. Потом школы перестали заниматься серьезно проблемами эстетического и этического воспитания, а Сухомлинский в свое время отмечал, что без эстетического воспитания нет никакого воспитания. Константин Дмитриевич Ушинский определял принципы дидактики, отмечал, что дитя мыслит формами, красками, звуками, ощущениями вообще. Вот сегодня приходят дети в школу, студенчество приходит в вузы, в СУЗы и сидят целый день, как в кинотеатрах. Презентации целый день. Но вы вдумайтесь, а когда вот писать проекты, когда работать творчески, когда деятельностный подход реализовывать, то есть вот мы сами нарушаем границы времени на уроке. Об этом тоже надо говорить. Вот Макаренко в этой области писал, что имеет большое значение эстетическое воспитание и потому, что во многих наших школах эстетическое воспитание сегодня не в почете. Но что там говорить о детях? Мы не знаем этики взрослые. А сейчас, чтобы немножко разбавить теорию, мы проделаем упражнение, хорошо? Чтобы у нас пленарное немножко отличалось от всех пленарных. Молодые люди, вот мальчик, юноша там сидит, и девочки, кто помоложе, выйдите сюда, пожалуйста. Мне только выйдите, пожалуйста. Вера, выйдите, поиграем. Молодые люди, ну выйдите, я же не кусаюсь, один кто-нибудь. Пожалуйста, выходите. А вы сюда, молодые. Итак, это улица Коммунистическая. Раннее утро. Вы студент, вы преподаватель. Идете навстречу друг другу. Повернитесь лицом, поприветствуйте друг друга. Доброе утро. Итак, вот первая ситуация. Кто приветствует первым, задаемся вопросом, да? Теперь эта же ситуация вы уже видели со своим преподавателем. Вечер. Идите навстречу друг другу, пожалуйста, как вы поприветствуете? Вот посмотрите, эта пара знает этические моменты. Иногда вот просишь детей разыграть упражнение, они не знают как. Вот у нас стул есть один, молодой человек, дайте нам, пожалуйста, стул, пока мы тоже проиграем вторую ситуацию. Вот умение перевоплощаться, вот как раз деятельностный подход, вот мы говорим, что дети стали сухие, не умеют общаться и так далее. Так, присядьте, пожалуйста. А теперь включаем воображение. Вы ромашка, длинный стебелек, вот сам цветочек, серединочка. Так, представили, да? А вы пчелка. Вот теперь представьте, вы летите к своей ромашке. Вы должны сесть на нее так, чтобы вы могли взять нектар. Но представьте, стебелек тоненький. Если вы резко сядете, стебелек сломается. Перевоплотитесь вот в эту пчелку и возьмите хоботком нектар. Как вы это сделаете? Вот это как раз перевоплотиться. Пробуйте, летите, вы пчелка, жужжите, играйте. Вы в театре, давайте. Лети, прицеливайся. Вот видите, как тяжело. Если ставишь, она снимается. А это твои проблемы, показывай. Вот, сел, а нектар-то как ты возьмешь? Хоботком. Так, спасибо. Спасибо, присядьте. Вот я вам показала. Я вам показала только вот один из фрагментов, которые я вот на педагогике использую, для того, чтобы не просто вот засорять эфир словами, а чтобы они на практике могли попробовать, да, и узнать. Вот посмотрите молодому человеку, как трудно было перевоплотиться в эту пчелку.
А ведь здесь надо представить, что стебелек тоненький, что он резко сядет, стебелек может сломаться. Хоботком, как это аккуратно надо взять нектар, да? То есть вот эти игровые аспекты обязательно на уроках эстетического воспитания нужно использовать. Эстетическое воспитание Макаренко связывал с пением, с музыкой, литературой, театром, кино, картинными галереями, но и включают красоту одежды, речи, движений, красоту быта, труда и отдыха. Вот мы сегодня о многом говорили, я внимательно слушала ваш доклад, но мы почему-то в последнее время вообще не говорим о красоте быта и эстетике, скажем так, промышленного производства. Вот сейчас блогеры сыктывкарские, вернее, не сыктывкарские, отметили, что наш город переполнен рекламой, причем она некрасивая. Посмотрите, как оформлены наши витрины, как оформлены наши центральные улицы. Ведь это столица, и нам иногда бывает даже стыдно за то, что вот мы видим каждый день. Он высоко ценил естественность и чувство меры. Он не выносил грубости, расхлябанности, рисовки, в чем бы то ни было, и в чем бы они ни проявлялись, в работе, в движении, в разговоре и в поступках. Вопросы формирования и развития личности ребенка, его отношение к прекрасному в действительности, в искусстве, берут свое начало важнейшие элементы духовно-нравственной культуры, изложенные в психологических, педагогических трудах Выгодского, Давыдова, Леонтьева, Матиса и других. У нас есть замечательные книги под редакцией Дорохова «Как себя вести». Вот прибалтийская, так скажем, исследовательница, это сама тоже книга называется «Как себя вести». Учебники для среднего вот звена это под редакцией Болевой и Эйренгросс. К сожалению, очень мало внимания уделяют, как я уже сказала, педагоги системе упражнений в эстетическом воспитании. Это важно. Нужно не только показывать, рассказывать, но и делать, вот, допустим, так, как это нужно в практических ситуациях. Например, вот я даю такие задания. Кто первым здоровается? Мужчина, женщина, ребенок, взрослый, молодой, пожилой. Нужно ли, приходя в гости, обувать хозяйские тапочки? Нужно ли благодарить мужчину, придержавшего дверь при выходе женщины из магазина? Как дарить цветы? Как накрыть стол? А сейчас мы вызовем сюда возрастного человека и тоже попытаемся представить, как мы это делаем в быту. Так. Кто у нас постарше, пожалуйста, один человек? Давайте сюда. Нет, пока не ставим. Так, кто, пожалуйста, кто посмелее? Не бойтесь, давайте я вас попрошу. Итак, вы пригласили в дом гостей. Вот представим, что это ваша комната. Ваша задача правильно поставить стол. Я вам помогу, только вы скажите, куда. Вы будете ставить стол. Вот это ваш зал. Я поставлю в середине. Давайте будем ставить на середину. Так, как будем ставить, вы командуете, я вам помогаю. Ну, поставим так, чтобы можно было всем удобно сесть. Вот посмотрите, с точки зрения удобства сказали, что стол поставят так. А теперь представьте, к вам пришли гости. Вот мы никогда не задаемся этим вопросом. Кто-то пришел в декольтированном платье, кто-то использовал косметику. А мы всегда в квартирах своим ставим стол под прямой свет. И все дефекты сразу на лицо. Значит, мы должны стол немножко соотнести от источника света. Да? Здесь понятно, вот казалось бы мелочь. Спасибо большое. Вот студентка подошла, 4-й курс истории, говорит, а где можно сегодня вот какие-то курсы пройти вот по этике хотя бы, да? А у нас нигде таких курсов практически и нет. Понимаете? Поэтому это очень важно. Можно предлагать ситуации для прослушивания с тем, чтобы учащиеся могли назвать ошибки. Этическое и художественное воспитание тесно переплетается между собой.
Они тесно взаимосвязаны, взаимообусловлены и не могут не пересекаться в сфере искусства. Бурю эмоций вызывают произведения Паустовского «Корзина с лиловыми шишками» и музыкальная композиция Эдварда Грига на этот рассказ. Мы здесь уже говорили, надо, естественно, учитывать возрастные особенности детей. Как красиво показана тема любви в скульптуре Родена «Вечная весна». Но я когда-то в свое время выписывала 30 учебников вот как раз эстетическое воспитание под редакцией Эленбрус. Там очень красивые репродукции. И что в конечном итоге через 2 недели мы увидели? На скульптурах мужского пола были нарисованы трусы семейные, а на всех женских скульптурах были подрисованы плавки. Я расстроилась, страшно, думаю, новые учебники, и такая ситуация. И когда стала с ребятами разговаривать, говорю, поднимите руки, кто был в Петербурге? И несколько человек подняли руки. Вы видели скульптуры, ходили там в Эрмитаж, по городу, да, и что возникала такая вот мысль залезть на скульптуру, натянуть панталоны? Нет. А почему же в учебниках это можно делать, понимаете? Они впервые задумываются об этом. И мы говорим о чем угодно, мы говорим о Марине, о баталиях разных жанров, но мы никогда не говорим о жанре ню. И вот моя коллега говорит, меня вызывают, прямо скажу, в первую школу. Я говорю, почему? Она нервничает. А потому что у меня в конце тетради дочка рисует голых женщин. Ну что, возраст, у кого-то танки там едут, у кого-то играют в какие-то игры, кто-то что-то рисует, это вполне естественно, это возрастное. Так вот, посмотрите, об этом нужно говорить, о красоте человеческого тела. Сравните 2 картины. Данаю, Рембрандта и Тициана. Чем они отличаются? Они впервые задумываются о том, что есть какие-то отличия. Поэтому вот этому надо детей учить. Дальше пошли. Реализация на практике идей воспитания личности сегодня невозможна без знания общественной мировой культуры, так и своей национальной культуры. Поэтому содержание эстетического образования должно способствовать формированию национального самосознания, уважению к историческому, культурному наследию народов России и всего мира. И приведу такой пример. Я всегда студентам говорю, у вас должна присутствовать самость и чувство собственного достоинства. И я им привожу пример. Я работала в Равде, в Болгарии, возила наших детей в свое время. И получилось так, что я им решила показать бывшую столицу Болгарии. И с нами захотели поехать венгры. И когда нам подали автобусы, это было нечто. Кони вот в группе подали обыкновенную таратайку пасек, а венграм подали зазеркальный автобус, пел туалетом, с телевизором. И я сказала, венгры садятся в наш автобус, а мы садимся в венгерский автобус. Что там началось? А я говорю, деньги не пахнут. Мы такие же, из того же теста, как и вы. Я прошу вас уважать. Все, моментально подогнали второй автобус, и венгры поехали в таком же автобусе. И вторая была ситуация. Вот по программе как раз «Одаренные дети России», у меня было 510 человек, мы работали 4 вот заезда на Кипре. И там вот копия был менеджер, это наш Киркоров. И он попробовал на меня накричать. Я потому что дала замечание по поводу питания. Я ему сказала, я не женщина в паранже. И я свое место знаю. Поэтому завтра будет стоять аппарат журналистов, консульство, вас лишат лицензии на туризм. И не смейте на меня больше повышать голос. Ребят, вы не поверите, я иду по отелю, 26 ходов выхода. И он кричит, Ольга, no problem. Поэтому вот эту самость надо уметь воспитывать в детях. Важным компонентом эстетического воспитания является развитие творческой способности детей. В педагогической энциклопедии творчество трактуется как высшая форма активности и самостоятельности в деятельности человека, потребность что-то изменить.
усовершенствовать, внести новое, оригинальное. Вот многие говорят, что дети ничего не хотят, неправда. Вот я со студентами, когда провожу методику воспитательной работы, я вижу, что стоит только мотивировать, а дальше все идет как по маслу. Однако и тут мы видим ряд противоречий. Какие противоречия встречаются? Декларируемые требования к воспитанию креативной личности, способной реализовать себя в различных областях деятельности, и недостаточная разработанность проблемы формирования творческого стиля обучающихся в СОЖ. Вот посмотрите, когда идут у нас городские какие-то праздники, приезжают к нам представители, вот как вы говорите, индивидуальные предприниматели, да, столько всего интересного показывают. Я их всегда зазываю к себе потом на уроки, говорю, вы нам дайте, пожалуйста, бесплатно мастер-класс. Да? Никто, кстати, не отказывается. Второе противоречие. Потребностью в содержательном накоплении обогащения образовательного пространства и недостаточной разработанностью в педагогической науке и практике условий, направленных на оптимизацию данного процесса. Учащимся должна быть предложена, вот как вы сегодня говорили, системная модель эстетического воспитания в современном образовательном пространстве. В содержание модели могут войти предметные дисциплины искусства, которые предусматриваются ФГОС, сегодня тоже уже делали акцент, и базовым учебным планом, курсы по выбору, факультативы художественной эстетической направленности, творческие мастерские, лаборатории, уроки хореографии, диспуты, уроки упражнения, творческие исследования по проблемам культуры и искусства, конференции, использование проблемных творческих заданий, это фантастическая аналогия, эмпатии, инверсии, мозгового штурма и так далее. Для успешной реализации эстетического воспитания необходимо создать, вот тут покритиковала, что же надо сделать. Первое – это создать условия для созидательной деятельности. Второе – выявить личностные интересы и потребности учащихся. Третье – обеспечить целостное междисциплинарное содержание и комплексное учебно-методическое сопровождение предметных дисциплин художественного эстетического цикла. Четвертое – обеспечить диалоговую форму взаимодействия. Пятое – в основу деятельности положить культурологические, деятельностные, личностно-ориентированные подходы. И взрослым, педагогам, родителям являть пример. Вот много лет назад, лет, наверное, 5 назад, я предлагала в городе сделать молодежный Бродвей. Вот эта идея, она очень интересная, так как у нас есть целый факультет при СГУ и вообще вот столько учебных заведений, столько талантливых детей. И этот Бродвей, он мог бы приносить даже прибыль, да, определенную. И вот так, чтобы наши дети по улицам не болтались, а могли на этом Бродвее себя самореализовывать. Ну и заканчивая мое выступление, я хочу показать, видели вы эту книгу или нет. Татьяна Хлопкова, сборник духовных стихотворений «Мир вам». Очень интересная. И разрешите, я вам зачитаю несколько притч, с которыми вы можете выйти с удовольствием к ребятам. Я думаю, что им будет интересно. Первая притча называется «Маяк». Ну, вы знаете, что материнская молитва нас от моря достанет, да? Море страшное, бездна глубокая, шторм беснуется, гибель и мрак. Лодка утлая и одинокая, в ней без сил погибает рыбак. Домик ветхий от ветра коробится, лик печальный к окошку приник. Мать-старушка и плачет, и молится, рвется к небу души ее крик. Бог Всевышний, прости меня грешную за безбожные ночи и дни. Ты меня забери в тьму кромешную, только сына спаси и верни. И с небес, нарушая безмолвие, страшный гром расколол тишину. В старый домик ударила молния, и взметнулся огонь в синеву. На крыльцо, выбегая горелая, мать успела накинуть пальто и губами засохшими белыми еле слышно спросила:
За что? Но из мрака беды и отчаяния, как бесценный подарок с небес, вдруг разбитая лодка причалена. Сын зовет ее: «Мама, я здесь». Там, в пучине его потрясения, он увидел единственный знак, указуя дорогу к спасению. Дом горящий светил, как маяк. Вот посмотрите, как здорово написано, вот поэтические вещи. Кстати, сегодня с современной поэзией студенты вообще знакомы плохо. И вторую книгу я хотела вам показать. Это Олег Чупров, наш комик-поэт. Называется «Окно в весенний сад». Я уже вам сегодня цитату по газетным объявлениям приводила в пример. И хочу еще зачитать одно стихотворение, называется «Постарай». Оскуднели пускай города, и деревни пускай захерели, но отлично живем, господа. Эй, поэт, поиграй на свирели. Все прекрасно в стране, все тип-топ, наших лиц не касаются тени. Ну а коль недоволен холоп, так ведь больше от матушки лени. Распотешка, поэт, удиви стихотворную пляской созвучий. Ан, глядишь, и в гостях на тебе, скажет кто-то с завистью. Везучий, ничего, что не важный виток, мы подкормим тебя чечевицей, и красивый дадим поводок, и снабдим пышногрудой девицей. Худо братьям твоим не беда, не бывает, чтоб всем стало сытно. Тот, кто смел, тот и съел, господа. Господа, ты почувствуй, Пиеда. От зари розоватый румян ветер гонит окурки вдоль сквера. Кушать гамбургер прет в ресторан. Новый русский с лицом бультерьера. Все у меня. Притчи, они очень интересные. «Мир вам», Татьяна Хлопкова. Здесь очень интересные такие со смыслом именно притчи. И у нас остается последний доклад, он идет в форме видеопрезентации. Екатерина Михайловна Акишина, она нам представит концепцию предметной области искусства. В общем-то, актуальный доклад мы включаем в системе, в общем-то, видео. Материал очень полезный, есть смысл посмотреть. Если мы не успеем к 12, в любом случае в рамках пленарного начала посмотрим до 12, хорошо? А потом все-таки у нас идет обед. Новый вектор развития художественного образования. Сегодня важнейшими задачами образования, на которые обращает внимание профессионального сообщества и общественности президент Российской Федерации в майских указах 2019 года, является обеспечение глобальной конкурентоспособности в образовательном пространстве и одновременно воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций. Достижение этих целей требует изменения как в содержании образования, так и в механизмах его организации. Базовые основы подобных изменений закреплены в законе об образовании в Российской Федерации, в котором определен приоритет гуманистического характера образования, способствующего свободному развитию личности, воспитанию гражданственности, патриотизма и ответственности подрастающего поколения. В государственной программе Российской Федерации развития образования на 13-20 годы, в концепции федеральной целевой программы развития образования на 16-20 годы, подчеркивающей приоритет разнообразных моделей социального партнерства в сфере образования и других нормативно-распорядительных актов государственного и регионального значения. 26 марта, поближе, кто вы хотите, или сюда идите, чтобы могли переключать. У нас с вами слайд 30. Да, вот у нас был второй слайд или третий. 26 марта этого года
на церемонии вручения премии молодым деятелям культуры и авторам произведений для детей и юношества президент Российской Федерации подчеркнул, что в нашей стране служение культуре и искусству абсолютно справедливо считается важнейшей миссией, колоссальным вкладом в образование и просвещение, укрепление духовных и нравственных основ общества, сбережение и приумножение богатейшего культурного наследия страны. Владимир Владимирович отметил значение искусства, которое помогает подрастающему поколению постигать жизнь, ее противоречия и сложности, учить отделять зерна от плевел и утверждать идеалы добра, дружбы, великодушия и справедливости. Несомненно, особую роль в решении обозначенных задач играет общее образование. То есть образование доступно всем без исключения школьников. Именно предметная область искусства в общеобразовательной школе направлена на формирование общероссийской культурной идентичности детей и подростков на основе изучения отечественного и мирового искусства, на приобщение обучающихся к сфере духовной жизни общества, на развитие у детей художественно-нравственных ориентаций в окружающем мире, духовно-нравственных принципов и способности творческого освоения окружающей среды. Изучение предметов искусства в школе является единственной возможностью для обучающихся научиться разбираться в огромном информационном потоке массивной культуры, различать настоящее искусство и произведения низкого качества, прикоснуться к большому искусству через собственную творческую деятельность. Сегодня нельзя недооценивать значимость предметной области искусства в общеобразовательной школе. 18 апреля 2017 года на круглом столе «Художественное образование в школе», проведенном Институтом художественного образования РАО и Академией акварели и изящных искусств Сергея Андреяки, министр просвещения Ольга Юрьевна Васильева подчеркнула значимость обязательного изучения творческих предметов в школьной программе. И по ее словам, ни одна школа не имеет права исключать такие уроки. 6 ноября уже этого года на втором съезде Общества русской словесности патриарх Кирилл обратил внимание на то, что многие школьники, к сожалению, имеют весьма смутные понятия о том уникальном духовном богатстве, которым обладает наша многонациональная страна, и предложил повысить эффективность культурологического и художественного образования, вокруг которого и формировалось бы в сознании наших учащихся целостное понимание истории культуры России. Естественно, что в таких условиях возрастает востребованность новых концептуальных подходов к преподаванию и изучению предметной области искусства. Быстро меняющаяся социальная ситуация, естественно, влечет за собой и изменения в содержании изучаемого материала, в формах его преподнесения, в отношениях между учителем и учеником. Необходимость модернизации предметной области искусства в общеобразовательной школе была инициирована самими учителями, понимающими важность урока музыки, изобразительного искусства и мировой художественной культуры для современных школьников. И кроме того, была активная поддержка со стороны органов управления образованием. Вопрос необходимости новой концепции впервые был поднят 12 августа 2016 года на съезде представителей Ассоциации учителей музыки, изобразительного искусства и МХК, который объединил 300 участников из 31 субъекта Российской Федерации. На съезде было принято решение о разработке концепции преподавания и изучения предметной области искусства в Российской Федерации. И как вы видите, с 2016 года пройдена длинная дорога от идеи до окончательного варианта концепции через общественную и профессиональную экспертизу. На слайде вы видите основные моменты работы над концепцией. 24 декабря 2018 года на коллегии Министерства просвещения концепция была утверждена. С сентября этого года началась реализация концепции в субъектах Российской Федерации, которая будет продолжена до 2024 года, до полного внедрения по всей стране. Концепция структурирует обучение на основе профессионального и общественного обсуждения с учетом рекомендаций государственных органов управления образованием. Целью концепции является обеспечение высокого качества изучения и преподавания предметной области искусства в образовательных организациях в соответствии с меняющимися запросами населения, перспективными задачами развития российского общества и вызовами времени. Концепция включает в себя определение значимости предметной области искусства, цели и задачи, проблемы преподавания мотивационного, содержательного, методического и кадрового характера,
основные направления реализации концепции общие по предметам, задачи подготовки кадров и материально-технического обеспечения уроков искусства, а также механизмы реализации. Концепция преподавания предметной области искусства направлена на достижение важнейшей цели образования и воспитания, освоение школьниками искусства и художественной культуры страны и региона как основы духовно-нравственного развития подрастающего поколения. Предметная область искусства способствует решению задач, поставленных в государственных документах, таких как направленность образования на социализацию и инкультурацию, необходимость воспитания духовности и культуры гражданина, усиление во ввоз значимости метапредметных результатов, определение образования как самообразование на протяжении жизни, развитие креативности как основного качества выпускника. Таким образом, предметная область искусства в общеобразовательной школе в наибольшей степени способствует формированию общероссийской культурной идентичности школьников на основе изучения отечественного и мирового искусства, приобщению обучающихся к сфере духовной жизни общества, развитию у детей художественно-нравственных ориентаций в окружающем мире, духовно-нравственных принципов, развитию способности творческого освоения окружающей среды. Более того, изучение предметов искусства в школе является единственной возможностью для обучающихся начинать разбираться, о чем я уже говорила, в огромном информационном потоке массовой культуры. Содержание уроков изобразительного искусства, музыки и мировой художественной культуры связано с ролью искусства во всех сферах общественной жизни. По этой причине основными задачами преподавания искусства в общеобразовательной школе при небольшом количестве учебного времени, выделенного на данные предметы, становятся приобретение обучающимися навыков художественной и музыкальной деятельности, выявление одаренных в области искусства детей и дальнейшее их педагогическое сопровождение, воспитание грамотного зрителя и слушателя, то есть человека, у которого сформирована потребность в общении с искусством вне зависимости от выбранной профессии и рода занятий, использование искусства как средство арт-терапии, что наиболее важно для детей с особыми потребностями здоровья. Концепция обращает особое внимание на проблемы преподавания предметной области искусства, а затем предлагает способы их решения. Среди актуальных проблем особенно важно выделить следующее. Сохранение непрерывности образовательного процесса общего образования, недостаток межведомственного взаимодействия между учреждениями культуры, музеи, театры и образовательными организациями. Безусловно, это значительно обедняет возможности предметной области искусства. Кроме того, к проблеме относится и профессиональная подготовка педагогов искусства, которая должна отвечать вызовам и требованиям современной ситуации общественного развития. С нашей точки зрения, необходимо введение системы профессиональных стандартов учителей предметной области искусства, способствующих адекватной оценке труда педагогов при аттестации. Концепция, как я уже говорила, соотносится с федеральным государственным образовательными стандартами в целом и ориентирована на системно-деятельностный подход, на приоритет практической составляющей без ущерба для фундаментального знания. Предполагает и такой современный учебный процесс, который будет направлен не столько на достижение результатов в области предметных знаний, сколько на личностный рост ребенка и достижение метапредметных результатов обучения. Стратегическими направлениями реализации концепции являются единство учебной и воспитательной деятельности, сохранение и развитие культурного разнообразия многонационального народа Российской Федерации, преемственность и вариативность содержания основных образовательных программ общего образования. Достижением принятой концепции можно считать и сохранение 3 учебных предметов: музыка, изобразительное искусство, а главное, что сохранился такой предмет, как мировая художественная культура, пока в рамках регионального или школьного компонента. Концепция предполагает обеспечение непрерывности преподавания предметной области искусства через создание сквозных модулей с возможностями вариативности на протяжении всего обучения. Это позволяет усилить внимание к индивидуальным проектам и творческой деятельности обучающихся на основе системно-деятельностного подхода. Важный аспект использования вариативных модулей, на которые указаны в концепции, это возможность выбора модуля образовательной организации. Конечно, практика подтверждает наиболее эффективное создание непрерывности художественно-эстетического образования через предметы музыка и ЗОР МХК.
Эта система позволяет выстроить обучение поэтапно, от приобщения к отдельным видам искусства, формированию целостной художественной картины мира, от навыков практического освоения языков искусства к формированию ценностных ориентиров учащихся к решению задач нравственно-эстетического воспитания и социализации личности средствами искусства. Накопленный опыт практики использования модульного обучения в российском образовании позволяет выделить такие преимущества модульного подхода, как индивидуализация образовательного процесса, возможность его гибкого построения как с учетом уровня подготовленности обучающихся, так и профессиональных интересов учителя. Модульное обучение логично вписывается в контекст системно-деятельностного подхода, являющегося основой стандартов общего образования, в том числе в предметной области искусства, определяя конкретные пути и способы освоения предметного содержания. Новая концепция предполагает модульное построение каждого предмета. Сегодня вы подробно узнаете о способах модульного построения учебных курсов и отдельных уроков музыки и изобразительного искусства. Целью новой концепции является обеспечение высокого качества изучения и преподавания предметной области искусства в образовательных организациях в соответствии с меняющимися запросами населения, перспективными задачами развития общества и вызовами времени. Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках искусства – одна из актуальных проблем школьного художественного образования. В концепции подчеркивается необходимость повышения компьютерной грамотности как учеников, так и учителя, эффективного использования информационно-коммуникационных технологий на уроке искусства. И всем сегодня понятно, что компьютерные технологии интересны современному школьнику. Они повышают мотивацию к обучению, развивают познавательные навыки учащихся, помогают им ориентироваться в информационном пространстве, расширяют возможности развития творческих способностей каждого ребенка. Мониторинг, проведенный